Сегодня я хотел бы говорить о некоторых вещах, в которые верят иногда незрелые христиане. Да. 13 лет парню. Вот просто, знаете, для 13 лет выглядит хорошо или плохо, высоко или низко, как вы думаете? Нормально, хорошо. Ну, то есть, да, хорош собой в то самое время, когда людям 13 лет, они так и выглядят. Хотя он хотел бы, чтобы, например, сейчас у него рост где-то 1,70 м был, да, минимум? Да, причем да, говорит, да. Это нормальное желание, например, чтобы уже сейчас в это время закончить школу и как минимум учиться в университете. А лучше даже не учиться, ни в университете, ни в школе, а походу уже где-нибудь работать и самому деньги зарабатывать. Стоматологом, да. Знаете, вот мы иногда, как маленькие дети, у нас есть идеи, и желания, которые мы хотим форсировать, или, скажем так, которые пытаются форсировать наши желания, они пытаются форсировать весь ход бытия, вот вселенского, божественного бытия. Вот Джош, 1,90 м. Сколько лет тебе? 23. 23 года. 13 лет, 23 года. 1,90 м и 1,50 м. Знаете, вот как этот человек хотел бы сегодня уснуть, а завтра проснуться вот таким. Вы даже не представляете. Вы даже не представляете. Спасибо большое, парни. Я просто вас показал. Спасибо большое. Знаете, я показал просто маленькую, человеческую, юношескую, ну не знаю, детскую мечту. Каждый ребенок мечтает вечером лечь, а на завтра проснуться, чтобы все поменялось. Все поменялось. Я хочу, например, прийти 1 сентября в класс и быть самым высоким в классе, да, Дава? Быть самым высоким, вот просто за лето вырасти так, чтобы те, которые были в прошлом году уже 1,70 м, они сказали: вау! Я хочу, знаете, чтобы я проснулся однажды, 49-летний мужик, и мне снова было 19. Такой большой, как говорится, а совсем безмозглый, да? Ну, знаете, слава Богу, я так не думаю, я так не говорю, я так не живу этими идиотскими мечтами, потому что я очень здравомыслящий человек. Есть законы бытия, которые я не могу изменить. И один из них – это закон роста в Царстве Божьем в том числе. И этот рост зависит от вещей, которые ты будешь делать каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год. И вот здесь всем, кто мечтал уснуть и проснуться просто супергероем, проснуться в другой явности или там в другой вселенной, проснуться в другой реальности, с другой обстановкой, в другой атмосфере, здесь у них просто вот коса на камень находит. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год тебе нужно что-то делать, чтобы из человека 1,50 м 13-летнего вырасти в 1,90 м 23-летнего. И это произойдет, если ты будешь каждый день что-то делать. К примеру, ты будешь развиваться физически, ты будешь кушать каждый день. Если ты просто не будешь тупо кушать, и ты, например, решишь, что с сегодняшнего дня я уже достиг, я теперь буду пить только швепс и хавать только чупа-чупсы, ты никогда не станешь этим человеком 1,90 м. Я помню, мне когда лет 14-15, ну, наверное, раньше даже, мне когда было там, вот примерно как Давиду, кто-то начал говорить вот ребятам с моего окружения, стал говорить: если ты будешь курить, а курить не надо, курить плохо. Вот кто-нибудь слышал такие, может быть, слова? Если ты будешь курить вот в твоем возрасте, ты останешься на этом уровне. Да, не вырастешь. Не вырастешь. Кто-нибудь слышал когда-нибудь? Да, я слышала. Вас тоже так пугали, да? И вы все равно курили, да? Да. Все одинаковые. Все одинаковые. Но знаете, слава Богу-то мы сегодня не курим. И мы подросли, мы выросли. А те ребята, которые вот с 14 лет начали курить и курили до сегодняшнего дня, они уже умерли. Но если даже и не умерли, знаете, им просто не договорили, им не сказали правду до конца. Им не просто не сказали правду до конца, их просто в полуправде остановили. Ты не вырастешь. Нет,
Правда в том, что, может быть, ты докуда-то и дорастешь, но ты будешь насквозь больной. Подует ветерок, и это будет тебя каждый раз сдувать на больничную койку. Ты будешь постоянно чахлый, от тебя будет постоянно вонять, от тебя будут чураться люди нормальные. Ты просто станешь таким, знаешь, изгоем, чудовищем. Просто люди многие, которые вот пугали нас в 14 лет, что курить не надо, ты не вырастешь. Они не хотели до конца рассказывать всю эту систему, как это будет. Я могу сказать, что большинство ребят, с которыми я курил в 14 лет, их сегодня нет вообще в живых. Я хожу сейчас, так получается, гуляю в том районе, где я вырос. Знаете, я каждый раз тужусь увидеть каких-то людей, которые выросли вместе со мной. И я периодически прохожу, и там сидят на лавочках, знаете, всякие деды. И я всматриваюсь в их лица. И если бы ты смотрел за мной, наблюдал бы за мной, ты бы спросил: Денис, зачем ты смотришь на этих дедов? Да потому что это я сегодня не курю, это я сегодня не пью, это я сегодня веду определенный образ жизни со Христом. И я выгляжу так, как я выгляжу. А те ребята, которые пренебрегали, которые, знаете, они не делали правильные вещи, а делали неправильные вещи, они сегодня выглядят как старики. У меня как-то раз работал один человек, его все называли дядя Вова. Я его тоже дядя Вова называл, дядя Вова. А потом в какой-то момент я узнаю, что он на год младше меня. Он выглядит как дядя Вова для меня. И я каждый раз приходил ему и говорю: дядь Вов, как думаешь вот это? Дядь Вов, как думаешь вон то? И потом, когда я узнал, сколько ему лет, я думаю: смешно, смешно. Есть вещи, которые вчера ты делал, которые влияют на твое сегодня. И ты сегодня имеешь то, что ты делал вчера. Образно говоря. И то, что ты делаешь сегодня, оно будет влиять на завтра. И эти вещи между собой связаны. Поэтому сегодня я тебе говорю о очень важной или на очень важную тему я сегодня говорю. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год ты делаешь что-то, чтобы построить в свое будущее или в своем будущем. Ты вкладываешься каждый день. Каждый день. Это вообще нелюбимая тема для христиан, потому что христиане, однажды услышав, что Бог может делать вот так чудо. Вчера не было, сегодня появилось. Вчера был больной, сегодня исцелен. Вчера был, например, нищий, сегодня богатый. Сегодня жена была тупая, сегодня красавица просто. Знаешь, многие из нас, мы слышим все эти свидетельства, мы цепляемся за них, и мы живем этим. Но ты не понимаешь, может быть, кто-то понимает, но большинство из этих ребят, они недооценивают силу ежедневного посвящения, ежедневных дел, ежедневного вклада в твое прекрасное будущее. И каждый день зависит от 3 вещей. Каждый день зависит от 3 вещей. Что будет с тобой завтра? От того, что ты выбираешь, от того, что ты говоришь, и от того, что ты делаешь. Делаешь. Выбор – это всегда последствие того, что ты думаешь, твоего мышления. Слова – это всегда последствия того, что ты когда-то решил и выбрал. И действия, соответственно, они будут сообразны с тем, что ты выбираешь и что ты говоришь. Но все начинается с твоего выбора. Давай нам 2 места Писания. Знаете, когда мы читаем эти места Писания, вот Второзаконие 30 глава, Моисей обращается к народу Израиля, и он говорит такие слова: «Сегодня я призываю свидетелей против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть». Он от имени Бога это говорит. И он говорит такие слова: благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить. И любить Господа твоего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему. Ведь в этом твоя жизнь. И Он даст тебе много лет на земле, которую Он клялся дать твоим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову. С чего начинается этот спич? И дальше Он говорит: я предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. И дальше Он говорит: выбери. И Он толкает их на то, чтобы они выбрали жизнь. Вы знаете, вот если не понимать всех вещей, кажется, будто бы воспитатель с детсадовской толпой разговаривает. Как будто, знаете, вот это не взрослые люди, а имбецилы какие-то, которым объясняют: вот есть хорошая жизнь, вот есть плохая жизнь, вот есть много разных добрых благословений.
желаний, все вот прям вот, все, от чего ты будешь счастлив, от чего ты будешь улыбаться. Вот здесь все, от чего ты будешь плакать, от чего ты будешь страдать, от чего у тебя будут беды. И Бог говорит, вот это тебе не надо, вот это выбирай. Вам не кажется это глупым чем-то? Взрослые люди, они и так должны эти вещи понимать. Например, следующее место Писания, уже другой вождь Израиля, он вдохновляет опять евреев и говорит: чтите Господа и служите Ему искренне и верно. Отриньте богов, которым поклонялись ваши отцы за рекой в Египте, и служите Господу. Но если вы не желаете служить Господу, то выберите сегодня, кому вы будете служить. Каждый раз Бог ставит людей перед каким-то выбором. И другой, нормальный человек, он скажет: да я, конечно же, выбираю Бога. Я выбираю Божье, я выбираю жизнь, выбираю благословение. Что было не так с этими людьми? Что было не так? Что сегодня не так с христианами, которым Бог точно так же говорит: выбирай мой путь, выбирай мою жизнь, выбирай мое спасение, выбирай жить так, как я тебе говорю. А потому что выбор – это всегда подразумевает какие-то действия, какие-то решения. Если я сделал сегодня выбор, а это очень важный выбор в моей жизни, последовать за Христом, это значит, что я буду платить цену за свой выбор. Я буду платить цену за свой выбор. И знаете, каждый человек, вот, например, сегодня любой неверующий человек, которому ты проповедуешь Евангелие, он встает перед выбором. Он слышит твою проповедь Евангелия. Например, я в 17 лет слышал проповедь Евангелия, смотрел на этих ребят, которые мне проповедовали, и я понимал, есть цена, которую я должен заплатить, чтобы стать таким же, как они. Какая цена? Это оставить всех своих друзей, оставить свой блуд, оставить свои наркотики, нечестивый образ жизни. Вообще вот все то, чем я живу, и все, что мне нравится, все это оставить ради Христа. И эти ребята тоже понимали. Они понимали, что входной билет в благословение – это не просто заорать: да, хотим благословений. Это решение, которое будет стоить им всего. Свои старые привычки, свои старые свой старый образ жизни оставить и жить по Божьим правилам. Знаете, здесь же не просто Бог предлагает: вот здесь горка с хорошим, здесь горка с плохим. Давай, какую горку ты выбираешь? Он говорит, это путь, которым тебе придется идти. И по этому пути тебе придется платить цену. Все хорошее всегда чего-то стоит, друзья. Всегда. Как минимум входной билет для этих ребят, знаете, какой был благословение? 10 заповедей. 10 заповедей – это входной билет. В смысле одну жену на всю жизнь? Это входной билет в благословение, брат. В смысле больше не красть электричество и газ? У меня же схемы, у меня мутки есть. Это входной билет в хорошую жизнь. Ко мне приходит контролер электрический и говорит: что-то у вас такое потребление электричества гигантское. Я говорю: серьезно? Да, большое. Что вы делаете с ним? Я говорю: вот это. Объяснил ему, что мы с электричеством делаем. Он говорит: схема есть. Я говорю: дальше не продолжайте. Потому что я знаю, как только я схему твою приму, одна из заповедей, которую Бог мне сказал: не укради, я ее нарушу. И я сам себе закрою доступ к моим Божьим благословениям, которые Бог для меня приготовил. Это входной билет, друзья. Не надо ничего придумывать. Многие из нас, мы придумываем какие-то вещи больше, чем они того стоят. Следовать за Христом – это просто жить так, как Бог от меня хочет. Вот и все. Это глобальные решения, перед которыми Бог ставит людей. Это глобальное решение, которое тебе надо принять. Например, одно из самых важных решений, которое я принял в своей жизни, это в октябре 93 года я принял Христа в свое сердце. Почему это было глобальное решение? Потому что я покаялся. А покаяться – это когда ты шел в одну сторону. Это значит на 180 градусов повернуться и пойти в противоположную сторону. Это вообще оставить прежний образ жизни, прежний образ мышления, прежние ценности, прежние цели и пойти туда, куда Бог тебя зовет. Поэтому я понимал, мне это будет стоить всего вообще. Еще одно главное решение, которое я принимал в своей жизни. Жениться. Жениться ли вообще и на ком? Сколько раз мы об этом говорили, друзья, это вопросы жизни и смерти. Если бы я женился на какой-то полуверующей красавице с длинными,
Ушами кто-то говорит, с длинными ушами, ресницами, неважно с чем. Если бы я просто запал на эту красавицу, которую Бог не одобряет, о которой Бог сказал однажды, что невозможно под одно ярмо вставать с этими красавицами, не знающими Бога. Знаете, где бы я был сегодня? Точно не здесь. Точно не здесь. И видит Бог, наверное, уже бы не один бы брак сменил. Важная вещь, чем ты будешь заниматься по жизни. Чем ты будешь заниматься по жизни? Знаете, когда я внутри своего сердца понял, что Бог призывает меня к служению, чтобы я оставил все и посвятился полностью служению, в пятигранном служении. И это было решение в нашей жизни. Знаете, ну, это не было так. Вот я решаю, теперь я буду пастором. И ты как бы проапгрейдился. Ты на какой-то новый уровень поднялся. Нет! Нет! Как только мы решили посвятить себя, всю свою жизнь служению. Я помню, мы к старшему пастору пришли, и мы сказали, мы хотим быть там, где нет сегодня больших церквей, где нет большого пробуждения. Мы хотим быть в Кыргызстане миссионерами в том месте, где нет сегодня, скажем так, достаточно служителей, где есть нужда, но не хватает служителей. Он сказал, молитесь. Мы месяц молились, через месяц пришли. У Алины уже давным-давно было тогда откровение, что мы в Каракол уедем. И тот человек нам сказал, старший пастор наш, он сказал, ну вот есть возможность в Каракол поехать, вот там есть группа верующих, у них там нужда сегодня в служителях, поезжайте. Знаете, как мы проапгрейдились? Мы до этого момента, как мы уехали на служение, мы жили в прекрасном доме, у нас была прекрасная зарплата в Бишкеке, мы были достаточно успешные молодые люди, у нас были развивающиеся, быстро растущие служения. Мы зарабатывали на тот момент просто колоссальную сумму денег. И знаете, что произошло? Я уже не раз это рассказывал. Как только мы решили, что мы поедем там миссионерами, мы потеряли все. Мы потеряли наши доходы, мы потеряли наше быстрорастущее служение. Даже папа мне сказал, я ездил на его новой машине, он сказал, ну раз вы уезжаете, тогда машину оставь в гараже. Машину хотя бы отдайте. Каждый раз, когда ты принимаешь важное решение, это не значит, что оно сразу будет устлано розовыми лепестками в твоей жизни. Но это то правильное решение, и оно единственное, чтобы оказаться в воле Божией. Нет такого, ну давай, Бог, договоримся так. Я сегодня в Нью-Йорк поеду миссионером. Я хочу жить на Манхэттене, кое с кем делиться секретами. А потом, если вдруг я стану стареньким, вот с такой длинной бородой, у меня будет 14 странных внуков, от которых я хочу свалить, я тогда поеду в Каракол. Наказан на старости лет. Друзья, это важно. Кто будет твоей второй половиной? Это с Богом надо решать, и это решение глобальное, которое будет влиять на всю твою жизнь. Второе, чем ты будешь заниматься по жизни, в служении и в работе. Многие из вас на распутице, например, вы заканчиваете школу, вы начали двигаться где-то в свободной этой взрослой жизни и до сих пор ищете себя. То ты юрист, то ты финансист, то ты землю копаешь, то ты вкладываешь в биткоин. И ты сам себя найти пока что не можешь. Просто вместе с Богом подумай, куда бы ты хотел двигаться, в чем бы ты хотел развиваться, что тебе нравится и за что бы ты хотел взяться и посвятить этому всю свою жизнь. И двигайся в этом. А четвертая какая вещь? Я хочу жить на Манхэттене и делиться. Как мужа зовут у нее? С Брюсом Уиллисом, секретами. Мне нафига это Дэми Мур, да? Я хочу с Брюсом Уиллисом быть знакомым. Я вообще хочу...
А, да? Не надо тогда. Давай с кем-нибудь другим. Кто-нибудь важный еще есть. Друзья, мы такие странные иногда. Мы смотрим на жизнь других людей. Инста что с нами сделала? Кто-то живет где-то в других частях мира. Мы наблюдаем в инсте за этими людьми. А они же выкладывают фоточки такие кайфовые, что он ничего не делает, а деньги на него просто сыпятся. И ты думаешь, я не хочу больше жить в трудном Бишкеке, я хочу жить в легкой вот в этой локации, где вот этот вот чувак живет. Все, я уезжаю. Зачем? Куда? Почему? Бог тебе сказал. Да неважно. Там хорошо, потому что там меня нет. Как только ты приедешь, там опять будет плохо. Всем я объясняю, друг, может быть, Бог тебя и призвал где-то жить в другом месте. Может быть, тебе надо уезжать отсюда. Я не могу тебя привязать и держать здесь, в Кыргызстане. Есть огромное количество людей, которым, может быть, надо уехать отсюда. Но это надо с Богом решить. И надо быть уверенным, что Бог хочет, чтобы я жил в том или другом или третьем месте. И там я знаю, чем я буду заниматься, в чем я буду полезен в служении. Ну и, соответственно, моя вторая половина должна быть на это готова и с этим согласна. Это глобально. Мы говорим сейчас о глобальных решениях, которые люди принимают, которые будут влиять у многих даже на их будущее в Царстве Божьем. Потому что если ты был призван для одного, ты должен был совершить какое-то служение определенное, а ты его бросил ради чего-то другого. Ты придешь к Богу своему и не получишь той награды, ради которой когда-то Бог тебя призвал и которую Бог для тебя приготовил. Это так важно. Эти глобальные решения, которые мы делаем сегодня, они влияют на наше будущее. Они будут влиять на то, что с нами случится через 10, 20, 30, 40 лет. И вообще, кем мы будем в небесах с вами. И вообще, дойдут ли некоторые до небес? Когда мы говорим о глобальных вещах, вот знаете, у нас церковь достаточно молодая, с молодыми людьми вообще глупо говорить о глобальных вещах. Но это правда, потому что многие из них, они бессмертные, они всесильные, всемогущие, у всех не получилось, у меня получится, если там кто-то через это грохнулся, упал, у меня-то точно будет все по-другому. Это вот, мышление молодежи. И я очень сильно хотел бы, чтобы молодые люди, они обрели одно качество, которое будет влиять на, опять я говорю, влиять на их будущее. Стабильность. Стабильность. Постоянство. Всегда, навеки. Классно, когда человек, например, начал с Богом и закончил с Богом. Вот у меня вот здесь есть такой интересный пример из жизни апостола Павла. Апостол Павел начал с Богом, закончил с Богом, и когда мы придем, мы, наверное, одного из первых встретим на небесах, я имею в виду, когда на небо придем, мы одного из первых встретим апостола Павла, скорее всего. Он писал Новый Завет, он, я думаю, будет вместе с Богом всех судить, на входе. Хотя у этих других ребят, там Петр стоит с ключами. 1 глава, там единственная глава, 24 стих, Филимону. Когда заканчивает это послание Павел, он говорит такие слова, что тебе передают привет мои соработники Марк, Аристарх, Димас и Лука. Слово Димас, запомните. Очень удивительный персонаж. И я думаю, не зря об этом человеке написано в нескольких посланиях. Здесь про него апостол Павел говорит, это человек, который вместе со мной начал и продолжает делать дело Божие. Это мой соработник во Христе. И вместе они как команда передают привет. Колоссянам 4 глава, 14 стих. И он снова говорит, вот наша команда, которая вместе со мной трудится. Команда поредела. Остался Лука и Димас. Марк, Аристарх куда-то все запропастились. Что-то с ними случилось. Вот здесь написано, что мы передаем привет церкви в Колоссах, и в том числе Лука и Димас присоединяются. И дальше, 3 место Писания. Он говорит о том, что все его оставили в тот самый момент, когда у них там были судебные тяжбы, и он про Димаса особенно пишет, что Димас оставил меня, потому что предпочел благо этого мира и ушел в Фессалонику. В смысле? Знаете, вот здесь про решение от Бога написано так, что вот если бы мы все сейчас опустим, я своими словами тебе передам. Решение надо принимать каждый день. Где ты будешь, с кем ты будешь, для кого ты будешь служить, за кем ты будешь следовать, кто будет твоей путеводной звездой.
Можно 20 лет назад принять одно решение, а сегодня принять другое решение. Многие люди сегодня задаются вопросом, как так? Я встречаю встретил человека одного, от него перегаром воняет, он с сигаретой, а раньше я его в церкви видел. Как так? Ой, он, наверное, никогда не был возрожден. Ой, он, наверное, никогда не познал Христа. Ой, он, наверное, а я тебе могу сказать, он был возрожден. Он познал Христа, он пережил Божие спасение. Просто тогда он принял правильное решение. Прошло 20 лет, и что-то с ним случилось. И он вдруг в какой-то момент начал уклоняться от этого правильного решения. И он сегодня там, где он есть. Я там, где я живу, я постоянно встречаю разных людей, которые когда-то были в каких-то собраниях, а сегодня они везде, кроме собраний. Эти люди фактически отпали от благодати Божией, отпали от Христа. Почему? Потому что в какой-то момент, когда надо было делать правильное решение, когда нужно было заплатить цену, когда, может быть, тяжелые времена наступили, этот человек не последовал за Христом, а он последовал за тем, что предложила ему его плоть. Каждый день ты что-то выбираешь, что будет влиять на твое завтра. Твое решение, которое ты сделал 20 лет назад или 10 лет назад, оно может быть глобальное, оно основное, но потом на это накладываются ежедневные решения, которые ты делаешь каждый день. Ежедневные решения, каждодневные решения, которые ты делаешь, они создадут твое будущее, и от них зависит, что будет завтра с тобой. Если мы посмотрим на героев веры, мне очень сильно нравится провозглашение, которое постоянно говорил этот человек Божий, Псалом 144, Давид. Это человек, который говорит, каждый день я буду славить Тебя и восхвалять Твое имя вечно. Знаете, когда ты говоришь слово «каждый день», ты выражаешь этим посвящение свое, что ты посвящаешь сегодня себя на определенные действия. Сегодня я буду славить, независимо от того, проснулся я, а у меня нос заложен, я вообще дышать не могу. Может быть, жена мне что-то сказала с утра. Может быть, дети меня как-то оскорбили. Может быть, новости какие-то вообще совершенно отвратительные я прочитал с утра. Может быть, шеф мне с утра позвонил и какой-то работой на весь день нагрузил, которую я вообще не хотел. И знаете, у тебя состояние такое упадническое. Здесь Давид говорит, независимо от этого, я буду славить Тебя и восхвалять Твое имя вечно, Господь, в том числе и сегодня. Друзья, от каждодневного решения твоего зависит, будешь ли ты этим человеком, про которого скажут, это был герой веры. Это был чувак, который мог прорываться. Это был человек, который знал, как достигать сердца Божия вместе с Богом, получать какие-то результаты в своем хождении за Христом. От того, что ты решаешь сегодня, будет твое завтра. Я сегодня ходил, размышлял, думаю, интересно, послание Галатам, послание Римлянам. Это такое интересное послание, которое Павел пишет практически на всем протяжении этих посланий. Он описывает борьбу между духом и плотью. Твой дух и твоя плоть, они постоянно что-то решают. Например, в воскресенье утром твоя плоть говорит, плохо себя чувствуешь. Зачем ты пойдешь на служение? Ты не дойдешь, упадешь где-нибудь по дороге, у тебя в глазах помутнеет, потемнеет, сдохнешь по дороге. Не ходи, тебе надо лежать дома. Телек включи. Это же так расслабляюще влияет на твое тело. Ты отстранишься или отдохнешь. Иммунитет повышает. Дух твой говорит, аллилуйя, братан, утро началось, воскресенье, время поста, время читать Писание, время молиться, время прославлять Бога. И эта борьба начинается. Полежи, отдохни, никуда не ходи. Давай, братан, давай, качай. И знаете, внутри, между этими двумя субстанциями идет война постоянная. За кого ты встанешь, что ты выберешь, душа твоя выбирает. Там решение происходит. Ты скажешь, аллилуйя, я выбираю сегодня следовать за Христом, я выбираю сегодня поклоняться, я выбираю сегодня быть здесь. Ты сегодня здесь, ты сегодня слышишь прекрасное послание. Сегодня тебя коснулось во время прославления что-то, во время вечери что-то коснулось. Ты выйдешь отсюда другим человеком. Тот, который бы там остался у телека, он бы такой остался. Жизнь плохая штука, ничего не получится, и ничего не произойдет со мной. И этот, который духом накачался, придет, аллилуйя, завтра у меня все будет по-другому, послезавтра еще лучше, в течение следующего месяца у меня будет этот прорыв, в течение следующего года этот прорыв. И это произойдет.
Потому что каждый день ты научился правильным вещам, ты делаешь правильные решения. Как это вообще с нами происходит, удивительно. Особенно, когда длительные решения должны быть, например, трехдневный пост. И вот пятница приходит. И ты только утром встаешь и думаешь, твоя плоть тебе говорит, ну, надо подумать, буду я сегодня в пятницу поститься. Так, у меня работа какая? У меня 4, нет, наверное, 6 уроков сегодня будет. Это столько надо будет сегодня мне разговаривать. А я когда в посте, у меня язык не так сильно работает. И сколько бы я воды не пил, у меня вот здесь как будто ком стоит. Не, давай с субботы. С субботы будем поститься. В субботу ты просыпаешься, и вдруг ты понимаешь, что пахнет пирожками какими-то вкусными с кухни. И ты думаешь, Господь, ну если это моя жена, а не соседская жена готовит, я сейчас выйду на кухню, и там вдруг эти пирожки стоят. Ну, значит, ты просто побуждаешь меня верить Хейгену, что ты как в посте, так и вне поста, ты всегда тот же самый, мне не обязательно поститься. И ты выходишь, и реально, жена забыла, а он так говорил, жена забыла и вдруг испекла пирожки в субботу, забыла, что пост. И ты такой, халилуя, сам Бог велел сегодня не поститься. Друзья, ну с нами же так. Мы же так легко отказываемся от наших решений. Нас, например, вдохновили. Давай Господу, и Бог тебя благословит. И вдруг ты зарплату получил, и у тебя такая дилемма. Там у тебя, например, 10 тысяч на руках, и вдруг внутри тебя Дух Святой говорит, 1000 сомов десятина, а пожертвуй еще 1000 сомов, например, в приношение или вон тому служителю. И у тебя вдруг начинаются особенные нужды появляться. Особенные нужды. И ты начинаешь сам с собой торговаться, договариваться с Богом. Ты начинаешь как бы сам себя в чем-то убеждать, что давай Бог, ну вот я отвечаю тебе, вот в следующий раз я 1000 получу, я уже 2000 десятину отдам. И ты начинаешь как бы с Богом вот в эту игру играть. Я твой должник навеки, ты мой взаимодавец. И это люди, которые, знаете, вот они сначала делают какие-то решения, а потом, когда приходит время это решение исполнять, этот человек сам с собой договаривается, чтобы этого не делать. А это касается нашего ежедневного изучения Писания, наших каких-то ежедневных вещей, которые нам необходимо делать, чтобы нам духовно расти. Помните, я Давида показывал? Если он не будет каждый день есть, он не станет похожим на Джошуа. Через 10 лет. Даже близко. Будет такой сморчок, знаешь, а что с тобой, братишка? Да я в 13 лет чисто там швепсом и чупа-чупсами решил там наедаться, и вот я вот такой сморчок. А христиане такие же. У нас есть там каждодневная ответственность, 2 глава Деяния апостолов. Здесь написано, что первые ученики твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Вот здесь, если вы посмотрите синодальный перевод, здесь написано, они постоянно находились в учении апостолов, в общении, в молитвах и в преломлении хлеба. Постоянно или всегда слово. Что это значит? Каждый день. Зачем? Зачем? Они через это росли. Они через это двигались куда-то. Они через это что-то строили. Они через это куда-то к чему-то приходили. Друзья, невозможно построить великую христианскую жизнь, если ты просто приходишь раз в неделю на собрание и здесь слышишь слово. И такой, оказывается, 10 заповедей – это входной билет в благословение. Вот это я откровение получил. Братан, тебе 20 лет во Христе. Ты что? До этого ты что делал? Оказывается, там надо каждый день читать Слово Божие. Сегодня ты получил откровение. А ты вообще не читал это Слово Божие, оно у тебя где-то там на полке, оно красивое, там Библия у тебя с золотыми этими. Золотое тиснение, золотые кресты, все по красоте. В правильном переводе? Конечно, в правильном переводе. Каждый день, друзья, каждый день мы что-то делаем, каждый день мы принимаем какие-то решения, каждый день мы внутри своего сердца делаем правильные или неправильные решения, которые завтра повлияют на нас. Вот просто не простить свою жену. Апостол Петр говорит простыми словами. 3 глава 1 послания Петра. Там написано, каждый день общаться с ней, каждый день выслушивать ее. Я иногда своей жене говорю, слушай, я это уже слышал 14 раз, ты мне 15 раз говоришь. Она говорит, слушай меня. Ну я слушаю, продолжаю слушать.
Каждый день, знаете, вот есть вещи, которые мы продолжаем делать каждый день, которые повлияют на наше завтра. Если ты сегодня это не будешь делать, прощать, благословлять, правильно относиться, завтра у тебя все рухнет. Это всего касается. Вообще всего. Поэтому мы здесь в воскресенье слышим Слово Божие. И ты сидишь и думаешь, слушай, я уже последние 200 воскресений я посвятил тому, что я приходил на собрание, слушал Слово Божие. Зачем мне снова приходить на собрание? Потому что здесь мы получаем каждый раз, ежедневно, еженедельно, мы получаем здесь определенное вдохновение, которое побуждает нас, выходя отсюда, делать правильные решения. Вот кто из вас, вы понимаете, вы пришли сюда, у вас было одно в голове, сейчас вы выходите, у вас есть какие-то решения правильные, которые вы хотите делать, и вы понимаете, что, например, есть вещи в том числе, которые надо перестать делать. И это тоже правильное решение. Есть вещи в том числе, которые надо перестать делать. Перестать общаться с определенными людьми, как Алина сегодня говорила, токсичные люди. Перестать, например, какую-то информацию бесконечно токсичную получать в свою голову, которая разрушает твою веру, разрушает просто уверенность в завтрашнем дне. Перестать просто, знаете, перестать общаться с какими-то людьми, которые крадут твое внимание, крадут твое время, вместо того, чтобы в это самое время тебе проводить с Богом или проводить это время с Божьим народом. Есть куча правильных решений, которые ты можешь сегодня, прямо сейчас сделать внутри своего сердца, которые будут влиять на твое финансовое преуспевание в том числе, на твое здоровье в том числе. Если сейчас взять вообще эту диетарную тему, я одну вещь в последнее время понял, друзья. Мне чем больше лет становится с годами, тем больше я понимаю, что я продукт сегодня того, что я жрал вчера. Никуда я не денусь от этого. И что я пил вчера. И может быть, если на протяжении времени со мной ничего не происходит, но уже к 50 годам ты понимаешь, что есть такой накопительный эффект вещей. И нужно перестать что-то делать, что привело тебя к тому или к другому или к третьему. Нужно сделать правильное решение сегодня. Есть куча разных, знаете, вещей, на которые нас Бог толкает или к которым нас Бог толкает. Он говорит, сегодня, не завтра, сегодня прими решение. Сегодня сделай правильный выбор. Сегодня сделай правильное решение, которое будет влиять на твое завтра. Берегитесь, чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным. Он обращается к ребятам, у которых хорошие сердца сейчас, но он говорит, что они должны беречься каких-то вещей, которые могут сделать эти сердца злыми и неверными. И в таком случае они отвернутся от Бога, если их сердца ожесточатся. Что значит берегитесь? Нам надо наблюдать за собой, нам надо смотреть за собой. А как это делать? Дальше следующий стих, там написано: ободряйте друг друга каждый день, пока это слово сегодня будет иметь еще к нам отношение, чтобы грех никого не вел в обольщение и не ожесточил кого-либо из вас. Мы стали, Библия говорит, сотоварищами Христа, если только мы до конца сохраним нашу твердую веру. Здесь он опять говорит те же самые слова, которые я говорю. Каждый день нам надо смотреть, что мы принимаем, какие решения мы делаем и на какое основание мы становимся. Да, ты можешь упасть в какой-то грех, но это не значит, что мне нужно в нем продолжать оставаться быть. Беги к свету, беги ко Христу. Бог не ожидает, что мы будем супергерои, которые, знаете, пришли ко Христу, там крылья расправили и пока в небеса не долетели. На этих крыльях любви и свободы туда прилетели. У нас эти крылья будут отстреливаться по дороге, ломаться, всякие вещи будут происходить. Всякие дни трудные будут приходить, когда вообще не то, что молиться неохота, вообще людей неохота видеть. Но ты в этот самый момент говоришь: Господь, мне неохота, мне не нравится, но я буду делать правильные вещи. Я буду славить Тебя, я буду поклоняться Тебе, я буду проводить с Тобой время, я буду продолжать поддерживать огонь на своем жертвеннике, чтобы он там не угас. Я не буду давать возможность греху развиваться внутри себя. Я буду с ним бороться до тех пор, пока не победю. Есть грехи, которые цепляются к нам, и они очень едкие. Они очень, знаете, такие липкие грехи. Один из таких грехов, особенно для молодежи, это порнография. И многие люди, особенно те, которые, может быть, с раннего возраста попали в эту порнографию, им так сложно преодолеть и победить, тем более самому по себе. Поэтому здесь написано:
Вдохновляйте друг друга. Там написано так: ободряйте друг друга, вдохновляйте друг друга каждый день. Просто мы можем на домашках свидетельствовать, как мы преодолели. Мы можем, например, читать чьи-то книги, чьи-то откровения смотреть. Мы можем видеть, что человек боролся и победил. Человек боролся, падал, вставал, падал, вставал, падал, вставал. Сначала эти промежутки были короткие, потом все длиннее и длиннее. Сегодня этот человек в свободе, потому что он боролся и победил, и преодолел. Когда на нас нападает или наваливается какая-то ситуация, какой-то грех, нам не надо закрываться и делать какие-то неверные решения. Нам нужно идти туда, где нас ободрят, где нас вдохновят, где нам скажут: братан, да ты же лев из колена Иудина. Ну-ка рыкни сейчас, а не как котенок, перестань мяукать. Просто рыкни вместе со Христом. Начни делать какие-то вещи вместе со Христом. Начни двигаться куда-то вместе со Христом. Молодые люди, у кого сегодня дилемма, какую жену тебе найти, найди жену, которая будет тебя вдохновлять. Утром ты просыпаешься, у тебя все плохо, она скажет: «Халлелуя, вставай! In the name of Jesus, ты же самый главный у нас в семье. Ты же человек, на которого я смотрю, дети смотрят, бабушка смотрит, родственники смотрят, соседи смотрят, Ахмед, в конце концов, смотрит. Вставай!» У тебя должен быть человек рядом с тобой, который, знаете, не как вот послушная игрушка, секс-машина какая-то или посудомойка бесплатная. Некоторые вот выбирают себе такую жену. Пообщайся с этой женщиной, за которую ты хочешь, или на которой ты хочешь жениться. Посмотри, ага, у нее стержень есть, она меня будет вдохновлять по жизни. Конечно, если ты всю жизнь хочешь лежать и ничего не делать, это там нечего вдохновлять. А если у тебя есть желание что-то делать, каждодневные решения, куда-то двигаться, и вдруг у тебя что-то не получится, и вдруг у тебя, может быть, что-то там не по рельсам пойдет, у тебя есть всегда человек, который, аллилуйя, ободряет. Ты что? Ты что? Это надо. Знаете, хорошо, когда жена может мужа ободрить. Но когда она всегда этим занимается, это тоже странно. Согласен. Это тоже странно. Хорошо, когда дети могут прийти к родителям и сказать: отец, да давай, все получится, не опускай своих рук. Это классно, когда у тебя такие дети есть. Но когда они постоянно тебе говорят: вставай, не опускай своих рук, давай куда-то двигаться. Ты такой плесенью зарос уже весь. Все, хочу умереть, мне уже 49, я не знаю, зачем я живу на этой земле. Я не об этом, друзья, вы же понимаете, это не к этому. Странно, например, когда церковь вдохновляет, старших служителей, пастора: давай, братан, начни что-то проповедовать, у тебя получится. Год прошел, 2 прошло, 10 лет прошло, они его вдохновляют: давай, мы за тебя кулачки держим, давай. Чего? Давай. Есть время, когда нам надо ободрение. Есть время, когда мы боремся, когда мы что-то проходим. И вот то, что я начал говорить про эту цепкую порнографию. Ты, например, упал через что-то, и ты понимаешь: ага, вот я вижу психологию греха. Как это все происходит? В 9 часов грех этот говорит: включи компьютер. Все, с 9 часов я вообще компьютер, подходить к нему не буду. In the name of Jesus, выкидывать не надо, благословил кого-то. Все, ты начал понимать психологию греха, потом вдруг тебя грех обдурил, он тебя через телефон заманил. Ага. Через телефон. А как это произошло? А я читал новости на ночь глядя, и вдруг я смотрю в новостях, какая-то тетенька в голом платье на красной дорожке, а дай я посмотрю на нее. Вот так это начинается. Маленький шажок. И ты сначала на одну посмотрел в голом платье, потом на другую совсем без платья, и все. И ты начинаешь понимать психологию греха, и ты понимаешь: ага, я в 9 часов не смотрю компьютер, я на ночь не смотрю новости, и тем более этих теток в голых платьях, я их блочу, я туда не гляжу, не смотрю. Ты начинаешь бороться, и это борьба, это когда ты начинаешь узнавать какую-то стратегию дьявола, врага, ты начинаешь с этой стратегией бороться, вырубать, побеждать, и потом в какой-то момент ты понастроил уже столько границ, и дьявол, если бы и хотел пройти, не может, там граница, потому что этот человек каждый день ведет борьбу и не расслабляется. Друзья, ежедневно мы что-то решаем, ежедневно мы что-то строим.
И каждый день, каждую неделю, каждый месяц мы делаем правильные решения, от которых будет зависеть наше преуспевание завтра. Ты сейчас вдохновишься, скажешь: аллилуйя, все, с этого дня меняю жизнь. Завтра утром проснешься, и борьба между двумя субстанциями, плоть и дух. И плоть тебе скажет: давай с послезавтра. Братан, ну ты же привык, что у нас всегда все с послезавтра начинается. Чего ты меняешь вот это вот, там, коней на переправе не меняют. Давай, погнали уже по старой схеме. По старой схеме придешь туда, где ты уже был.